играют по золоту. Мини-футбол не отпускает. Для меня важно, чтобы появился клуб избирателей. Вы заколебали свои мини, занимаетесь. Была команда друзей, знакомых, и начала управлять мужчинами. Созданы условия для роста. Все от людей зависит. Почему мы? А где будет встреча? Договорились о том, что проведем такую небольшую, очень теплую камерную встречу. С удовольствием отвечу, побеседуем, поговорим. Какие у вас вопросы интересуют? Да, я для интереса зашел посмотреть состав сборной. Нападающие, все остальные, вратари, все остальные универсалы. Ну так это, у нас так везде идет. А спросите у ваших футболистов его функционал. То есть за что он отвечает? Слушай, то есть половина вообще затрудняться будут в ответах. За что я отвечаю? Я так пургу мету. Вот вы вышли, договорились. Хорошо, когда вы выигрываете, неплохо играете, а теперь, если против вас стоит очень организованная команда, у вас что-то не получается, вы, значит, вдвоем самого молодого выбрали, так он тянет ко дну нас. И тренеру потом, тренер, слушай, что-то он вообще. То есть, так в жизни было. Допустим, я иногда приходил там, в УГМК, женская баскетбольная команда, тренеры работают, посмотреть. То есть, если есть отношения, просто мне не надо, но с другой стороны, те же заслоны, те же блоки какие-то, они же тоже баскетбольная эта история. То есть все взаимодействия какие-то, они тоже там из баскетбола, в двойках, в тройках, еще каких-то. Крепкий парень. Познакомиться, потом сделать короткие презентации, каждый сам немножко расскажет о себе, а потом просто пообсуждать, чтобы, возможно, какая-то более картинка сложилась. С чего мини-футбольный институт? У нас есть, правда, мечта, да, я сегодня спрашивал про Олимпиаду, и при этом мы понимаем, что этот вид спорта не является олимпийским, но это всегда интересно, когда у тебя есть куда ты, не знаю, ты стремишься и ради чего ты вкладываешь какую-то энергию, время. На протяжении 5 лет прям впитывали эту культуру. И потом мини-футбол не отпускает. У нас здесь магазин в Варенье. Я каждый день вижу этих детей, которые приходят заниматься утром. Каждый день вижу этих людей, которые приходят там в 11-12 вечера поиграть в мини-футбол. И это на самом деле здорово. Эту историю как-то, зачем хорошие бутсы брать, можно кеды за 150 рублей, вьетнамки там, в общем, да, и вот это вот вся история. Мы стараемся в том числе думать о том, как нам нужно легко донести информацию, что это важно об этом подумать. Важно о том, какая у тебя обувь, важно какие у тебя гетры, важно наличие защиты, если ты идешь на игру. В футболе говорят, не важно, как играем, главное красиво выглядеть. Меня зовут Андрей Кузнецов, я руководитель проекта «Кузнечики». Мы поставили себе цель, чтобы 60 детей и юношей с ДЦП до 21 года приняли участие в нашем турнире по мини-футболу. Мини-футбол есть только в Глазове, а в Ижевске, нет. Мечта, конечно, это победа на Олимпиаде, но у меня еще мечта как руководителя арены, это профессиональный клуб в Ижевске. Немножко разочарованы, что когда арена закончила строиться, прогресс уже снова переехал в Глазов. Свою надо команду. То есть у вас есть дом, самое главное, у вас очень много перспективных ребят, которые могли бы при определенных условиях, вот эти условия-то и надо создать нам всем. Спасибо вам за то, что вы посетили. Спасибо вам. Можно, да. Сегодня одна из игр юношеского чемпионата. Видите, команды играют мини-футбольные, они мини-футболами занимаются. И по ним во многим вещам видно, как они принимают, играют, отдают, взаимодействуют. Но опять же, мышление не совсем мини-футбольное. Тут многие вещи а этого нет. То есть мыслить-то думать мы должны учиться с детства. А у них есть стереотип сейчас, допустим, он не совсем мини-футбольный. То есть получается, что в Екатеринбурге вы считаете как раз успех главной команды во многом предопределял популярность? Конечно, 100%. Мы хотели без купюр, без прикрас, максимально честно показать, что мы из себя представляем, что мы имеем.
И тут, наверное, очень интересно, чтобы, знаете, вашими глазами на нас посмотреть. Поэтому очень интересно будет, если вы вот поделитесь достаточно честно, что вы увидели, что вас там, не знаю, может быть, впечатлило. Здесь у нас так скромно относительно министерства. А вы у них денег ходили попросить? Мы хотим договориться о сотрудничестве. Вот вы же представляете, как у нас в соседних регионах, как вообще в России, да, вот развит футбол? Бывает. Как вот бывает, да? А как у нас вот в Мурте по сравнению с остальными? То, что касается здесь, в Ижевске, я даже вот один зал. А какие еще есть арены? Какие еще залы? Чаще обратное. Большой футбол, допустим, вот школа сегодня занимается, она выпускает сколько детей? Ну, порядка 20. 20 детей каждый год выходит. И профессиональная сколько человек в контракте подписали? Ну, честно. 2-3. Но остальные куда уходят? Уходят в мини-футбол. Мини-футбольная школа, которая сейчас начала функционировать. А она же может быть в каждом районе своя. Возьмите Екатеринбург взять, если вы говорите сравнение. То есть я почему про него говорю, потому что я там работал долгое время. Школа начиналась с того, что там было несколько тренеров, 2 человека. А сегодня школа, где занимаются 500 детей. А если бы школа бы еще развивалась и дальше бы, там бы 1000 людей. И причем успехи Синары, Синара собирала ДИВС по 5000, 4-5 тысяч людей приходят с детьми, школы и все родственники, и все на свете. Это родная команда. И рекламу-то не надо делать, и объявления давать. То есть я и говорю, если вы изначально здесь создадите свою историю команды, а у вас сегодня есть самое главное, у вас есть такой зал, который многие-то не мечтают о таком, а у вас он есть, дом-то у вас уже есть, его надо заселить сейчас. Ну, мы как арена, как площадка принимали турнир 3х3 баскетбольный. И мы заметили, что, конечно, когда приезжает даже какой-то тур, ну там ПФО или российский, и в этом туре не участвует как бы местная команда, то зрителям как бы как будто не на что идти и смотреть. И что если даже мы принимаем какой-то турнир, то всегда очень классно, чтобы в этом турнире сильно конкурентная местная команда была. Для зрителям это очень интересно на них приходить смотреть. Что требуется от республики, какие цифры, и какая-то дорожная карта, как это будет идти. Ну, то есть там на каких-то 5 лет, например. Вы возьмете эту историю, как это моделировать? Правда большой вопрос, потому что мы видим, как вот в Глазове на уровне энтузиазма, то есть даже если заканчивается финансирование, то люди все равно находят его, то есть, конечно, сейчас таких проявленных людей пока в Ижевске, ну, честно говоря, вот нет. Да, мы с вами понимаем, футбол в любом случае это как бы главный вид спорта в мире, значит, надо, наверное, думать про мини. Нужно вначале, для того, чтобы это делать, нужно понимание, как это может создаться у нас такая команда в Ижевске и какая ее цель. Наверное, мы сейчас в отношении вот именно профессионального клуба, сами как ассоциация, мы готовы поддержать, но мы сами осторожны, потому что мы в моменте не видим организационных ресурсов, финансовых ресурсов, но то, что можно об этом начать разговаривать и представлять, как это может происходить, и всегда же очень важно, ну вот как мы говорили, да, сегодня, что спорт очень во многом держится на определенном энтузиазме. Зрителей сегодня уже очень много. То есть получается, что на базе сильнейшей команды пробовать разговаривать, вхождение уже в... И потом собирать игроков мини-футбола много. Вот посмотрите, вот сегодня я слушал цифры, это же вообще просто много всего. Дмитрий Валентинович, подготовить справку о том, что у нас сейчас есть. Из ничего у нас чемпионат по всей республике прошел. Так давайте тогда сейчас поймем, что у нас с мини-футболом, какая ситуация. У нас есть задача от президента Российской Федерации, это лиги школьные, и мини-футбол сам Бог велел, чтобы это было, чтобы в каждой школе была команда, это 100%. Вот. Коллеги, заканчиваем. Спасибо. 3 вопроса, значит. Профессиональная команда, спорт в школах и принятие соревнований. Какое местное? Это вот это, да? И сейчас не нужны никакие деньги, они минимально есть уже сейчас, сегодня в лиге у вас играют. Определите свою команду, которая будет великой командой в конечном итоге для республики. Очень хорошо прошло, насыщенно, позитивно. Судя по цифрам, конечно, это впечатляет. Опять же, это надо развивать и дальше. Команда должна быть однофлагной, но когда-то со временем может
будет так. Спасибо. До свидания.